Доброе утро. Чувствую себя чуть-чуть получше, но все равно нужно отдохнуть. Фу, сегодня погода хорошая. Детский смех. Лошади колокольчиками звенят, дзинькают. Так здорово. Классно под это все просыпаться. Детям интересно, что это за неопознанный объект. Палатка такая стоит. Сейчас соберусь, чуть-чуть проедусь. Вот видите, как они носят корзинки. Тут девочка маленькая вот несет. То есть за голову, за лоб, вот, на лоб ложится вот это. Вот поэтому вьетнамцы такие маленькие, наверное. Затрудняет рост. Такие тяжести таскать с детства. Что-то тяжковато ехать вообще в подъем. Фу. Надо отлежаться нормально. Денек. Сейчас до города ближайшего доеду. Найду Wi-Fi, посижу, чай попью. Нашел тут навесик такой. Погода хорошая, хоть и солнце, но так не жарко. Хорошая такая свежесть. Меня сейчас перевальчики эти мучают. В таком состоянии подниматься вообще тяжело. Еще солнце. О, ну красота. Ой. Сейчас в кафешке. Уже часа два, наверное. Как раз загрузим серию. Там видок такой хорошенький. Сейчас посижу чуть-чуть, чай допью и поеду ставить куда-нибудь палатку. Какая красота! Классные спуски, очень резкие, очень крутые спуски. Поворот очень резкие. И опасная такая дорога, но это здорово. Давно я так не спускался, не летел на такой скорости. Сколько у меня там? Под 60 летел. Еду дальше пока. Красота. Вот водохранилище. Рыбаки здесь тусуют.
Да, красота вьетнамская. Все-таки советую посетить Северный Вьетнам. Не какие-нибудь курорты морские, а вот она, красота горная здесь. Людей относительно немного. Мотоциклов много, вот они зудят здесь, ездят как комары. Вот так красота. Ну вот, еду по мосту через вот это водохранилище. Красота такая, не знаю, через видео это точно не передать. Точно не через мое видео. Холмы. Вроде как и на Кавказе там, но другая совсем растительность, тепло. Тут уже тропическая такая растительность. Все, сворачиваю с водохранилища. Теперь еду на другой перевал, вот туда. Напоследок, наверное, сегодня его надо преодолеть. Я не знаю. Посмотрю по состоянию. Если будет место хорошее, залягу. День уже подходит к концу. Тяжеловато все равно так. С башкой такой ненормальный. Поехали. Вот сколько здесь, наверное, затопило рисовых плантаций. Не наверное, а по-любому здесь все были рисовые плантации. Я не знаю, чем люди занимаются сейчас. Вот либо рыболовством, либо лесом. Ну вот и асфальт пока кончился. Не знаю, как дальше будет. Посмотрим. Ребята здесь работают так вручную все. Не как в Китае уже с машинами. Вот такую дорогу, честно, я больше люблю. По ней интересно ездить. Не тупо по асфальту, а как-то... Когда грязь, камни. Сорвал один бананчик. Посмотрим, что с ним будет. Положу его в рюкзак и типа забуду. Пожелтеет он или нет. Эксперимент. Все, поставил палатку. Нашел еле место. Еле-еле успел засветло. Сейчас вот тоже рядом речка. Постирал одежду. Джинсы, вон, футболку, носки. Сам помылся. А тоже с ханой не стирался. Нашел здесь мяту. Сейчас буду пить мятный чай. Вот это лучше быть не может. Это прекрасное завершение сегодняшнего дня. Ну, по времени все успеваю. До границы еще 100 километров примерно. Сегодня 27 число, 28, 29. То есть времени у меня еще по 50 километров в день созерцательным темпом. Без проблем. Ну все, спать, отдыхать. Доброе утро. Опять меня муравьи атаковали. Еще меньше и еще злее. Надо что-нибудь придумать. Южные муравьи, они вообще просто ужас. Не... Наши это, боже, одуванчики по сравнению с ними. Сейчас собираюсь, еду дальше. Вот. Вот, пошел подъем. Вон туда.
Ветерок хоть в спину идет. Зацепился за этот грузовичок. Тяжело ехать. Наверное, километр всего проехал с ним. Руки устали. Большой угол подъема. Тяжело держаться. Все вверх и вверх. Ну все, в общем, я на перевале. Высота 820 метров примерно. Прекрасно. Xin chào, xin chào. Повременил я с перевалом, короче, еще километра 3 впереди. Сейчас посмотрим, сколько высота будет. Ну все, вот самый перевал. Высота 1000 метров. Ну, с копейками там не хватает. 985 метров, по-моему. Теперь спуск. Тут хорошо, свежо, прохладненько так. Ну вот, все, сворачиваю с трассы на перевал, на Клавовской границе. До границы 50 километров. Сейчас буду уже ставить на ночевку, вставать. Все, поставил палатку. На плантации. Только не понял, плантации чего. Может, вы мне подскажете. Это ж не кофе или кофе? Оно не спело еще. Я не ботаник, не бывал еще в таких плантациях. Но она такая сладенькая, и вот здесь две косточки такие большие. Кофе же это. Устал я сегодня вообще. Проехал 60 километров, до границы также 50. Сейчас отдыхать, лежать, все. Спать. Завтра тоже будет. Посмотрел, то ли 2 перевала, что ли. Сложный рельеф здесь такой. Красивый, но сложный.